Ученые говорят, процесс изменения глобального климата продолжает набирать обороты. Академик Сергей Бебия назвал одну из причин. Это бесконтрольная вырубка лесов, которая влияет и на климат, и на интенсивность паводков. Все просто. Взрослый лес, как губка, впитывает осадки. Сокращение его площади приводит к тому, что вода беспрепятственно стекает по поверхности почвы и значительно поднимает уровень рек. Вырубка лесов оказывает непосредственное прямое влияние на состояние климата, на состояние окружающей среды. Почему? Потому что эти леса сохраняют воду. Они переводят выпадающие осадки с атмосферного в грунтовые воды и постепенно впитывают, они под землей, они переходят в реки, и реки, на реках не происходит наводнения, они постепенно вот так регулируются естественным путем. Так была вся история, предыдущие исторические периоды. Но когда человек пришел, начал вырубать, значительно ослабил их функции, водоохранные функции, защитные функции. Общая площадь, может быть, и не, как его лесов, не сократилась, потому что где мы вырубили, там начали произрастать второстепенные, абсолютно малоценные растения. Но они не выполняют в полном объеме вот те защитные функции, ради которых они здесь служили, и мы ценим их. В чем проявляется изменение климата? Это прежде всего в увеличении интенсивности осадков и выпадении их в виде ливневых. В особенности ливневые осадки выпадают в условиях Абхазии по всем климатическим зонам именно в теплый период года. Начиная с апреля месяца по октябрь месяц, это именно тот период, когда мы должны ожидать опасные явления погоды, связанные с выпадением ливневых осадков, период паводков и, соответственно, затопление низменных участков суши. Конечно же, весь сток, который выпадает в условиях ливневых осадков в горах, стекает в приморскую часть Абхазии. Поэтому вся приморская зона, она наиболее подвержена именно этим опасным явлениям погоды. Что касается ветров, то ветровой режим тоже внутри Абхазии очень сильно трансформируется в течение 3 десятков лет. Наибольшие изменения именно ветрового режима мы наблюдаем в условиях приморской зоны Абхазии. Почему? Потому что здесь растительность, она, конечно, гораздо по количеству меньше, нежели в среднегорной и горной Абхазии, зонах Абхазии. Также строительство различных объектов тоже очень сильно влияют именно на ветровой режим. В том числе строительство объектов влияет также напрямую на затопление участков. Климат и погода зависят от множества факторов, говорит ученый Январби Эгба. Морские и океанические течения – один из важнейших. Антропогенная деятельность, конечно, она наносит вред окружающей среде, здесь без сомнения. Вот это сжигание лесов, вот это безмерное использование, значит, газа, там, нефти и так далее, угля, тем более вот этих, для выработки электроэнергии, для использования, значит, промышленности. Это все очень вредит атмосфере. Но пока что ни на погоду, ни на климат, тем более этот процесс не оказывает влияния. Оказывает влияние реально на климат, оказывает влияние. Это в первую очередь морские течения. Морские течения, холодные, теплые, Гольфстрим там и другие течения, они оказывают непосредственное влияние на климат и на погоду. Погода, которая у нас здесь, она приходит к нам с Атлантического океана.
Все дожди, все осадки, они приносятся к нам фронтальными процессами, которые зарождаются в Атлантическом океане. Есть такой Азорский архипелаг, который является кухней погоды для Европы. Все зависит от того, какой процесс фронтальный и как часто он будет приходить. Ну, естественно, местные условия, температура, влажность там и прочее, они усиливают или ослабляют этот процесс. Капризы погоды, направление и силу ветра в Абхазии фиксирует автоматизированная метеостанция, расположенная на территории Института экологии. Без нее невозможно изучать климатические процессы. Сегодня институт практически отвечает также и за состоянием погодных условий, и мы являемся главным информатором для гидрометеорологической службы Республики Абхазия. Также на территории станции, которая функционирует у нас метеорологическая автоматизированная система, подобные серии, установленные в 3 климатических зонах Абхазии. Не все зоны сегодня мы можем охватить в силу того, что у нас нет в достаточном количестве подобных станций. Конечно же, они позволяют более точно оценить и проанализировать в дальнейшем все, что касается именно не только погодных условий, но в целом климата. Сергей Бебия напоминает, леса на водосборе выполняют водоохранные и почвозащитные функции. Массовая вырубка деревьев сказывается на частоте и масштабах наводнений. Мы вырубили на водосборных склонах всех наших крупных и малых рек и постоянно начали в результате этого наводнения. Приносит огромный ущерб. Вспомним 1969 год. Река Кодор вышла из берегов, затопила огромные поселки, были человеческие жертвы, огромный ущерб, погибло очень много скота, пахотные земли. И все это наводнение продолжалось примерно несколько дней. Только потому, что, еще раз подчеркиваю, все водосборные леса, произрастающие на этих водосборных склонах, они были сильно ослаблены в результате наших рубок. Рубим мы как? Бесправие, в полном смысле этого слова. Мы рубим там, куда захотим, столько хотим, столько и берем. И в результате все наши эксплуатационные леса исчерпали. Река Кодор, уровень дна реки настолько выросла, настолько наносами, инертным материалом, что нам пришлось новый мост построить. Это все в результате того, что с гор быстрыми потоками, что несет инертный материал, и все откладывать внизу, отсюда и наводнение. Леса, они выполняют функцию легких человека. Сама атмосфера дышит благодаря растениям. И когда вырубают леса или происходит их поджог, потому что когда говорят о пожарах в Абхазии, никакие грозовые явления и другие явления не могут практически воспроизвести пожар. У нас нету торфяников, потому что это в случае торфяников, наблюдаются лесные пожары. Но в условиях Абхазии, это пусть будет на совесть тех людей, которые подобное себе позволяют, подобное поведение. И поэтому это может быть туристическая группа, которая не потушила окурок или и так далее. В период, когда 2 недели отсутствуют осадки, и понятное дело, что любой источник огня он может распространить огонь на большие территории, особенно когда еще и сопровождается с ветром. И в том числе, когда наши жители очищают свои угодья от сухостоя, если хорошая погода и ветрено, ни в коем случае подобной работы нельзя вести. Январби Эгба убежден, основная причина разрушительных наводнений – сильные ливни. Хотя, конечно же, человеческий фактор никто не отменял. Человеческая деятельность
оно может оказать, но это не решающий фактор. Вот, а здесь решающий фактор – это количество осадков, единовременно выпадающих. Вот если хоть где в горах выпадет, скажем, месячная или полумесячная норма осадков, нас затопит, независимо ни от чего. Потому что сразу водосбор этот начинает работать, значит, реки переполняются, выходят из берегов, потому что много очень вещей, которые, это и мусор сбрасываем и в реку, и деревья, и наносы всякие, которые перегораживают возможность стока, свободного стока реки. И она выходит из берегов, и все. Поэтому я должен сказать, что для того, чтобы нас меньше затапливало, ну, нужно расчищать вот русло рек, естественные водотоки, раз. А потом ливневая канализация в городе должна быть, должна работать. Вот. И следить за строительством объектов. Подземные водотоки, нельзя их перегораживать, потому что у нас все склоны горные, которые у нас есть, они все оползневые. Особенно вот начиная от Сухума и, по крайней мере, до Гудауты, вот эти все склоны, они едут, ползут. Там, где, я имею в виду в условиях Абхазии, больше вклада человека, там больше последствий. В частности, мы знаем, что Гагрский район застраивается. При строительстве обязательно нужна экспертиза эколога. Недостаточно там геодезиста, недостаточно там геоморфолога и так далее. И этих специалистов, кстати, также их очень мало, это, можно сказать, они в дефиците в условиях Абхазии. Когда мы приглашаем извне специалиста, он не знает практически зоны Абхазии, не знает, откуда дует вообще ветер или откуда к нам заходят циклоны. Все эти тонкости может знать только местный специалист. И поэтому при планировании строительства обязательно должны присутствовать специалисты, которые могут дать хорошую оценку и, соответственно, направить правильно. Между тем, в нацпарке Кадорского ущелья выделена площадь для лесозаготовительной деятельности. Все потому, что участков, доступных для рубки леса, практически не осталось. Мы были категорически против этого. Мы обсуждали это на парламенте нашей страны, так и в комиссии. Там были приглашены и другие специалисты. Мы обосновали, что нельзя этого делать. Во-первых, национальный парк – это национальное достояние. Во-вторых, уже создан правительством, утвержден создание национального парка. Они просили сколько, 16 тысяч гектаров для того, чтобы там осуществлять рубки главного пользования, то есть для добывания древесины. Тем же методом, как они осуществляли везде и всюду. Я задаю вопрос, через 5 лет, 10 лет вы закончите там рубить, а дальше куда пойдете? Вы не выращиваете лес, а вы только занимаетесь вырубкой, уничтожением, все ради узковедомственных таких целей. Вроде комиссия поддержала, вроде комиссия поняла, почему нельзя этого делать, почему нельзя рубить. К сожалению, в парламенте нашлись люди, в полном смысле этого слова я говорю, пролоббировали, заинтересованные люди и провели это самое такое постановление и вынесли, и сейчас будут рубить. И мы пожнем результат. Мы постоянно ослабляли защитные функции этих лесов. Постоянно, уже больше 150 лет мы рубим наши леса. Мы вывезли из Абхазии более 10 миллионов кубометров из Абхазии за все эти периоды. Это огромная цифра, это огромный удар по экологически, огромный удар по защитным функциям наших лесов. Вырубка лесов практически, вы знаете, в Соединенных Штатах Америки к чему привело? К тому, что у них часто наблюдаются явления засухи. Это и атмосферная, и почвенная засуха.
это наводнения, это шквалистые ветра и так далее. И эти же практически опасные явления мы с вами наблюдаем в условиях Абхазии. Это говорит о том, что и мы потихонечку стремимся к таким же скажем, стремимся к тому, что меняем собственными руками на локальном уровне климат. Лесная отрасль Абхазии должна заниматься сохранением лесов, а не только заготовкой древесины, говорит академик Сергей Бебия. А как это делать, расписано в научных трудах абхазских ученых. Мы зарабатываем там какие-то копейки для государства сегодня, но мы завтра тратим десятки, сотни, миллионы раз больше на устранение тех последствий, которые, в результате чего это мы делаем. Разве так можно хозяйство? Такое хозяйство нельзя назвать эффективной. Одумайтесь, мы, сограждане, одумайтесь, люди, что мы делаем? Слушайте, у нас есть все возможности осуществлять здесь рациональное хозяйство. У нас не лесное хозяйство, а лесозаготовительная бригада, в полном смысле этого слова. Пусть они займутся лесным хозяйством. Для этого мы предложили. Не просто мы говорим слова, мы предлагаем им, что делать и как делать дальше, как жить этой отрасли. Мы разработали возможность использования ценных интродуцированных древесных пород более 30 видов, которые могут повысить производительность наших лесов в 2-3 раза на единице площади. Более того, они же усилят и защитные функции наших лесов. Мы говорим, делайте это сегодня. Соседний Сочи затапливает много лет подряд. По мнению ученых, природа не прощает хаотичной застройки и все равно возьмет свое. Чаще будет эти интенсивные ливни. Не только от нас зависит, я еще в глобальном масштабе, но и в региональном мы содействуем ускорению этих событий. Будут разрушительные наводнения. Гора Мамзышка, красавица Мамзышка. А Мамзышка гора состоит из известняка. Это уникальное образование. Там в основном где-то 60% наших реликты расположены там. Именно эндемии расположены именно в этом ущелье, на горе Мамзышки. И когда эти лес рубили сверху, там еще дополнили это все пастухи. Там альпийской верхней горной зоны, до верхней лесного полоса нет. Все это полностью человек плюс пастухи, это все там галеная вся альпийская там верхушка всей этой Мамзышки. Конечно, будут наводнения, конечно, будут внизу Гагры. Потом кричим, как Гагры снесло и так далее. Сейчас огромные средства. Сколько мы потратили для устранения этих самых. Мы должны были этим людям оплатить их расходы там, и так далее, и так далее. Все это в целом складывается, и надо комплексно подходить к ведению хозяйства в республике. В связи с потеплением климата контраст явлений метеорологических, он усилился в несколько раз. Вот если, скажем, июнь месяц у нас жаркий, из ряда вон выходящий, да, то следующий или через один будет, наоборот, сильно холодный. И вот этот контраст, перепад температур и осадков в том числе, он является сопутствующим вот этому изменению температуры. Кстати, вот результатом вот этого потепления, влияния было существенное уменьшение зимних осадков. Зимние осадки для нас, они играют большую роль, чем даже весенние или летние осадки. Если зимние осадки не будет достаточно, то снег в горах не будет накапливаться. Да? Следовательно, быстренько весной, когда солнышко пригреет, вода с гор стает, стечет, и реки у нас будут без воды. А это связано гидроэлектростанции, полив там, питьевая вода там, этого все не будет хватать. Но, слава Богу, последние, будем так говорить, 5-6 лет, вот эта тенденция изменилась. Изменилась, сейчас зимние осадки нормально выпадают в достаточном количестве, чтобы не создавать эти проблемы. Тем более вот Ингур ГЭС, он
особо нуждается в зимних осадках. Климат очень сильно также отличается, вот скажем, в городской части от населенных пунктов, скажем, сел, деревень и так далее. Там, где больше растительности, там более комфортные условия, а там, где меньше растительности, больше зданий и асфальтированная почва, конечно же, на 5-7 градусов температура выше. Поэтому это все надо учитывать, понимать и так далее. Озеленять нужно город, минимально снижать высоту застраиваемых объектов, и тогда мы относительно можем минимизировать ущерб тех природных опасных явлений, которые мы наблюдаем. Конечно же, противостоять ни одно поколение человечества не могло и не может. Это понятно, но мы можем сделать многое для того, чтобы уменьшить ущерб. Элементарно, вот при затоплении низменных участков территории в связи с выпадением ливневых осадков нужно русло рек очищать в зимний период. И готовиться это уже, соответственно, к весеннему периоду, зная, что у нас в горах начинает таять снег, ледники, и при выпадении облажных осадков уровень воды в реках увеличивается. Ну, конечно же, вода ищет выходы, да, и затапливает жилые, соответственно, участки. Специалисты прогнозируют череду сильных наводнений, если мы и дальше будем вести непродуманную хозяйственную деятельность и строить где попало. Последнее наводнение в Гагарском районе тому пример. К счастью, пока нет таких смерчей, которые бывают в Сочинском районе, в Ладожском районе. Там же ведь тоже проводили эти рубки, проводятся, по всему Кавказу проводятся рубки главного пользования. Когда делали Олимпийский комплекс, вызвали нас, специалистов, чтобы обосновать этот вопрос, можно ли там делать или нет. Я категорически сказал, нельзя, потому что если мы говорим о нашей Абхазии, а вот Красная Поляна, это ущелье еще более хрупкое. И очень может быть такие комплексы, огромные скрещные работы, огромные открытые постройки, это все изменить может привести к очень чудовищным таким последствиям. И то, что они сейчас подвергаются, то, что они сейчас тратят огромные силы для предотвращения. Там более гористая местность, чем у нас. У нас примерно Приморская равнина имеет определенную площадь. Поэтому там идет очень большое массовое строительство безо всякого разрешения на тех местах, в которых строить нельзя вообще-то, ввиду оползней. Они перекрывают это подземные водотоки. В результате, значит, вода выходит на поверхность и начинает затоплять. Целое русло реки практически они поменяли в условиях проведения, да, не в условиях, а в период проведения Олимпиады. Вот вы представьте себе, река всегда находит, вот, да, скажем, даже правильнее сказать так, если мы меняем русло реки, это значит рано или поздно эта река вернется к своим истокам. И поэтому любое вмешательство человека на локальном уровне, оно приобретает в дальнейшем масштабы регионального и далее уже глобального характера. Сегодня вот мы наблюдаем с вами засухи и в Соединенных Штатах Америки, и в других вот государствах, а вот, скажем, в Москве, наоборот, ливни. И вот проявление именно подобных экстремальных условий погоды, вот это мы и называем изменением климата. А так, конечно, повсеместно температура повысилась. Сегодня субтропические культуры произрастают даже на Северном Кавказе, где 30 лет назад вообще они не могли себе представить о том, что инжир можно посадить, вот дерево, и даст плоды уже в сезон. Вот настолько меняется климат. Антропогенная нагрузка будет только увеличиваться, а значит, уже сегодня нужно строить коммуникации с учетом меняющихся природных условий. Это лучше, чем заниматься устранением последствий стихии.